Работа ветеранских организаций и активная жизненная позиция очень ценны, а их патриотичность особенно важна в воспитании молодежи. Исполнительной власти и общественности необходимо поддерживать друг друга и сообща решать все проблемы. Такое заявление сегодня сделал временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов по итогам встречи с представителями ветеранских организаций Коми. Впрочем, разговор был не только об общественных проектах. Татьяна Супряткина подробнее. Ветеранские движения республики давно на хорошем счету. Именно их активисты первые на любых мероприятиях. И пенсионеров поддерживают, и семьи погибших не забывают. Да и со школьниками частенько встречаются, уроки патриотизма дают. А еще поисковые отряды постоянно ездят на вахты, ищут останки солдат, павших во Вторую мировую. В Коми выпущен уже 20-й том книги памяти о репрессированных и погибших в годы Великой Отечественной. За, так сказать, только 2 года, вот последние 2 года, более 600 имен вытащено вообще из небытия. Они вообще нигде не были упомянуты, были найдены эти люди. Вот. Кроме этого, найдено много неизвестных героев, как в фигуральном смысле, в таком, так и в буквальном смысле слова герои, которые жили в республике Коми. Ну, например, чего стоят такие фамилии, как Сибирцев, например, или там был такой Решетников Николай. Кроме этого, в последние годы найдены буквально герои Советского Союза, которые были в лагерях, в том числе в республике Коми. Губернатору эта тема лично очень близка. Он сам несколько лет пытался найти хоть какие-то следы погибшего деда. И ему тоже помогли поисковики. Так случилось, что сейчас же архивы, они, как правило, цифруются и выкладываются в интернет. И вот дочь буквально там, заходя в интернет, какие-то вещи, значит, там для себя выискивала по учебе и просто чисто случайно набрала фамилию, имя, отчество и год рождения. И вдруг на экране появляется соответствующее указание, информация. Значит, домой такой-то, такого-то года рождения, призыв оттуда-то, тогда-то призывался так-то, условно говоря, и, значит, доставлялся в войска, в таких-то боевых действиях участвовал, погиб действительно там-то, захоронен в общей братской могиле. Активисты ветеранских движений посетовали, что соседние регионы на сотрудничество идут со скрипом. Расстояния слишком большие и дороги местами плохие, не добраться. Мол, ждем долгожданную железнодорожную магистраль Белкамур, которая должна соединить несколько регионов сразу. Насчет Белкамура, так сказать, в заявлениях поосторожнее. Ладно, это очень огромный проект, и в Китае были намерения, но подписания не было. То есть это только меморандум? Конечно. Поэтому, понимаете, мы не должны в определенном смысле рождать ожидания, которые в какой-то процессе, да, значит, еще на стадии переговоров. И это очень опасная тенденция, если мы сейчас подогреем соответствующие ожидания, а вдруг это не получится, не произойдет в силу разных обстоятельств, да, то будет не совсем красиво. Напоследок общественники обратились к губернатору с просьбой сохранить Координационный совет ветеранов при главе, чтобы и дальше тесно сотрудничать. На что Сергей Гапликов ответил согласием. Подчеркнул, что друг друга надо поддерживать, любые вопросы решать вместе, чтобы идти к одной цели – конкретному результату. Татьяна Супряткина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.